Управление командующего силами специальных операций вооруженных сил посетили депутаты Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса парламента Республики Казахстан. Представители законодательной власти ознакомились с работой пункта управления. Им были представлены образцы вооружения, технических средств, беспилотные летательные аппараты и снаряжение. В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения боевой и мобилизационной готовности. Речь шла о совершенствовании военной инфраструктуры, модернизации вооружения и военной техники. В технопарке Астана Хаб состоялась встреча под руководством заместителя министра обороны Дархана Ахмедиева с представителями IT-сообщества. Организаторы мероприятия Министерство обороны и акционерное общество Казахстан ГИС-центр пригласили к участию специалистов IT-индустрии, технологических предпринимателей и компаний, занимающихся защитой цифровых данных, компьютерных систем от вредоносного программного обеспечения. Необходимо отметить, что в настоящее время Министерство обороны уделяет пристальное внимание этим вопросам, осуществляется тесное взаимодействие с вузами и технологическими компаниями, проводятся хакатоны, киберучения, отрабатываются сценарии отражения атак в кризисных ситуациях. Территориальные войска, являющиеся составной частью вооруженных сил Казахстана, были образованы 13 июня 2017 года. Сегодня их основу составляют воинские формирования, содержащиеся как воинские части резерва. Территориальные войска участвуют в крупномасштабных республиканских учениях. Для должностных лиц, местных исполнительных органов и специалистов теробороны организуются курсы повышения квалификации, проводятся воинские сборы с военнообязанными. Сегодня государством принимаются все меры для того, чтобы территориальные войска могли оперативно оказать помощь населению в кризисных ситуациях. 5 военнослужащих военно-морских сил вооруженных сил Республики Казахстан приняли участие в международных курсах по подводному разминированию в городе Манама, Королевство Бахрейн. В ходе практических погружений в акватории Персидского залива военнослужащие отработали тактику обнаружения и нейтрализации подводных взрывоопасных предметов. Отметим также, что курсы по подводному разминированию состоялись в рамках международного военного сотрудничества. Бойцы столичной бригады совершили пеший марш на 30 километров. На маршруте ротные тактические группы войсковой части 68-665 отработали учебные вводные. В пешем марше приняли участие командование бригады, штурмовый батальон специального назначения «Калкан», женщины-военнослужащие. По пути следования в назначенный район военнослужащие выполнили задачи по обнаружению, преодолению барьерных рубежей и отражению атаки условного противника. В Национальном университете обороны состоялся торжественный выпуск специалистов оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня управления. В этом году решением Государственной аттестационной комиссии 217 выпускникам, в том числе 5 представителям вооруженных сил Кыргызстана и 11 Таджикистана, присвоена степень магистра национальной безопасности и военного дела. Магистрантам, сдавшим в течение всего периода обучения экзамены и итоговую аттестацию на отлично, был выдан нагрудной знак. Их фамилии будут занесены на доску почета вуза. Электрик комендантского взвода воинской части, дислоцированный в городе Семей, рядовой Кызыр Мухамеджанов спас женщину при пожаре в частном доме. Произошло это поздно вечером 10 июня. Военнослужащий Кызыр Мухамеджанов в одном из городских переулков заметил пожар в доме и услышал крики, раздавшиеся из окон горящего строения. Не раздумывая, он бросился на помощь и, проникнув в горящую комнату, вынес женщину на руках из дома. Свой поступок Кызыр Мухамеджанов не расценивает как героический, поскольку считает, что это долг каждого гражданина. Пожарный спасатель команды противопожарной защиты и спасательных работ батальона материально-технического обеспечения военно-морской базы ВМС старший матрос Аслхан Адиев завоевал на чемпионате в Актау серебряную медаль. Военный моряк Аслхан Адиев принял участие в чемпионате Республики Казахстан по спортивному и боевому самбо среди молодежи до 23 лет и стал обладателем серебряной медали и приза имени выдающегося борца Саламатулла Каралда.